Самая полная информация о населении региона, где живут люди, где работают и в чем нуждаются. В Якутии, как во всей России, продолжается перепись населения. Сообщить необходимые данные о себе и своих близких могут без исключения все жители республики. Подробности в нашем следующем материале. В Якутском многофункциональном центре постпереписи работает уже больше 2 недель, с 15 октября. На диалог с каждым посетителем уходит в среднем 10 минут. Перепись добровольная и абсолютно безопасная с точки зрения личных данных. Перечень переписных и стационарных участков размещен на официальном сайте Саха-Якутия-Стата. Там вы можете посмотреть адреса и определить, к какому участку вы относитесь, куда вам подойти лучше. Все полученные сведения позволят сделать более эффективными программы социальной поддержки, улучшить качество жизни в городе и даже открыть новые поликлиники. Поликлиника тоже есть норматив, сколько человек по проживанию в городе Якутске, сколько должно быть поликлиники. Поэтому, возможно, может быть, поликлиники, может, не хватает в городе Якутске, может, из-за этого какая-то очередность. Поэтому, действительно, нам надо серьезно к этому относиться и обязательно пройти всероссийский перепись населения. Благодаря масштабному демографическому исследованию можно увидеть проблемные места в экономике и других сферах жизнедеятельности. Чтобы город правильно развивался, ему нужно знать, сколько у нас людей, какого возраста, да, чтобы правильно строить жилье, строить поликлиники, школы и так далее. Поучаствовать в переписи можно 3 способами: в переписном пункте, на дому, а также через портал госуслуг до 8 ноября. Мы, например, и Якутской республиканской клинической больницы взять, наши коллеги полностью мы уже заканчиваем. У нас 1200 работающих, и они очень ответственно отнеслись. Это гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации. Это 12-я перепись населения, которая войдет в историю как первая цифровая. Она продлится до 14 ноября. За это время переписчики должны будут обойти всех жителей республики. Евгений Заборовский и Иларион Федоров. Вести. Якутск.